Обычаи чеченцев. Примерно вот такими правилами выживали чеченцы, да и некоторые народы Кавказа. 1. Не обижайся на шутку, но и не оскорбляй, якобы, шутя. 2. Не разговаривай с женой, мужем при старших родственниках. 3. Не выражай слишком бурно свои эмоции, громко смеяться, визжать. 4. Девушка, придя в гости, должна помогать женщинам на кухне, а не сидеть. 5. Нельзя восхищаться красотой противоположного пола в ее присутствии. И не подобает восхищаться красотой женщины, девушки, в присутствии даже ее дальних родственников мужского пола. 6. Женщина, ожидающая ребенка, должна, по возможности, избегать встреч с родственниками-мужчинами. 7. Не ласкай своих детей в присутствии родственников и старших. 8. Мужчина должен идти впереди женщины. Входить в помещение и выходить должен первым. 9. Не садись в присутствии стариков, родственников матери или родственников жены, пока они настойчиво не попросят тебя об этом. 10. Сноха встает раньше всех и ложится позже всех. 11. Не перечь старшему, если даже ты считаешь, что он не прав. 12. Будь немногословен. 13. Никогда ни над кем не насмехайся. 14. Встань во весь рост, кто бы к тебе не подошел с обращением, даже если это человек намного моложе. 15. Не садись, пока не усадишь гостя на самое удобное и почетное место. 16. Смотри на женщин, как на мать и сестру. 17. Даже наедине с собой избегай непристойных, низких или подлых мыслей. 18. Относись к проблемам своих соседей, села, города, края, как к собственным. 19. Ни при каких обстоятельствах не теряй самообладание, не выходи из себя и не впадай в отчаяние. 20. Где бы ни находился, не позорь предков, тейп, нацию. 21. Не пей воды, пока не предложишь попить тем, кто находится рядом. 22. Иди слева и на полшага позади от старшего по возрасту. 23. Не переходи дорогу старшему по возрасту. 24. Никогда не перебивай говорящего. 25. В присутствии старших попроси их разрешения, прежде чем что-то сказать. 26. Мужчина, парень не должны пристально смотреть на молодую женщину, девушку, если рядом с ней идет даже мальчик-подросток. Это может быть брат, которого это может оскорбить. 27. Недостойно мужчин вступать в словесные конфликты с женщинами, даже если она не права. 28. Гость в доме – король. 29. Исключено говорить о чужих женщинах в обществе мужчин, ибо среди них может оказаться кто-либо из ее хотя бы дальних родственников. 30. Гостеприимство – основа основ чеченских традиций. Гость может прийти без приглашения, и их всегда надо встречать радушно. 31. Старики – самое ценное, что из поколения в поколение у чеченцев. Чужих стариков и детей не бывает. Всегда окажут помощь и материальную, и моральную. 32. Чеченцы никогда не говорят при людях «мой сын», «моя дочь». Говорят «вайчуркант», «вайчур» и краткое «ол», «парень из нашего дома», «девочка», можно перевести как «мальчик» или «парень из нашего дома» или «девочка», «дочь» из нашего дома, при этом подразумевается, что это общий для всех присутствующих, сын или дочь, сын-дочь народа и общий дом. 33. Отцы и матери никогда не хвалят детей при посторонних. Не обнимают, не целуют. Особенно при пожилых. 34. Братья относятся с заботой к сестрам. Сестры с нежностью к братьям. 35. Беда любого чеченца – общая беда. Всегда все придут на помощь. 36. Старики никогда не должны чувствовать себя лишними, одинокими. Вокруг них всегда дети, внуки, родственники, они окружены заботой, лаской. 37. Если, не дай, конечно, Бог, пришла беда, заболел родственник, разбили машину, сгорел дом, помогают материально не только родственники, но и все село, все земляки. 38. Сноха никогда не называет по имени родственников мужа, даже дальних, она дает им вторые имена, это сакральная традиция чеченцев. 39. Молодой жених некоторое время не показывается на глаза пожилым родственникам-мужчинам. 40. Зять никогда не ведет себя по-небратски с родственниками жены, даже с самыми юными, всегда соблюдая некоторую субординацию и выказывая уважение. 41. Когда приходит человек с каким-то делом, его сначала пригласят за стол, накормят, а потом выслушают. 42. Мальчики и девочки в доме друзей или подруг считаются сыновьями и дочерьми. 44.
Любой пожилой человек может деликатно сделать замечание или дать совет чужому сыну, если считает, что молодой человек допустил оплошность. При этом с ним не будут пререкаться. 45. Каждый из родственников пытается помочь сиротам, оставшимся без отца, давая по мере возможности денег. 46. Чеченец, даже самый юный, знает, что его поступки – это не только его имя, но и имя семьи, рода и народа.